Сейчас эфир нашего канала продолжит брифинг главы Якутии Айсена Николаева. Узнаем о текущей эпидобстановке в регионе на 9 часов дня 12 апреля. Доброе утро, Айсен Сергеевич. Расскажите о эпидситуации на сегодняшнее утро. Ситуация у нас за последние сутки достаточно серьезно осложнилась. Осложнилась она в первую очередь в городе Алдане, где в результате проведенных мероприятий по выявлению лиц, которые, возможно, заражены коронавирусной инфекцией. Вчера у нас выявлено 3 новых случая. И если 2 из них связаны напрямую с контактами семейной пары, которая приехала в Алдан и была позавчера локализована именно как заболевшая коронавирусной инфекцией, и эти лица с ними находились в контактах именно по месту проживания, то третий случай – это местная жительница, которая никоим образом с ними не имела контактов. Она приехала из Кисловодска через Москву 4 апреля в Алдан, и была на днях госпитализирована именно с пневмонией, с подозрением на пневмонию, но при этом ее с самого начала взяли на подозрение по коронавирусной инфекции, и вчера как раз ее анализы, которые здесь в Якутске были проведены, дали положительный результат. Соответственно, сейчас проводится как раз мероприятие по выявлению ее ближайших контактов для их локализации и отбора дальнейших анализов. В таких условиях, когда буквально за 2 дня у нас 5 больных по достаточно небольшому городу, и есть риск возможного дальнейшего распространения уже на неограниченное количество лиц, как в самом городе Алдане, так и в других населенных пунктах республики, я принял решение, и с 0 часов сегодняшнего дня, 12 апреля, в городе Алдане введен режим карантина. Это уже не самоизоляция, это на самом деле режим уже другой. Он введен согласно представлению главного санитарного врача республики. Запрещен въезд и выезд из Алдана для всех категорий, кроме спецслужб, правоохранительных органов, служб по чрезвычайным ситуациям и жизнеобеспечивающих структур, обеспечивающих завоз продовольствия и товаров первой необходимости. Запрещена работа всех предприятий, кроме предприятий, опять же, торговых предприятий, продажи продуктов питания и товаров первой необходимости, а также правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, Роспотребнадзора и других, опять же, жизнеобеспечивающих жизнь города служб. Вводится пропускной режим на въездах и выездах из города. Патрулирование города будет осуществляться силами МВД и Росгвардии. Любые, еще раз говорю, действия по въезду и выезду из города запрещены. Перемещение граждан также ограничено, и будет проводиться именно весь комплекс мероприятий, связанных с введением режима карантина на территории города Алдана. Оно вводится с сегодняшнего дня и до нормализации ситуации. Я прошу жителей Алдана отнестись к этому с пониманием, потому что речь идет в первую очередь именно о вашей жизни и здоровье. Ситуация крайне непростая. Сейчас разворачиваются новые обсерваторы. Сегодня ночью в обсерваторы помещено порядка 70 с лишним человек за вчерашний день и ночь сегодняшнюю. При этом количество лиц, которые будут помещаться в обсерваторы, будет увеличиваться. Направлены дополнительные указания по линии Министерства здравоохранения, по методам лечения, по развертыванию дополнительных инфекционных коек. Сил и средств у нас достаточно, здесь никакой паники не надо. Вместе с тем, еще раз говорю, ситуация напряженная. Пока до выявления полных очагов заражения и их локализации говорить о нормализации ситуации не приходится. И я надеюсь, что сегодня, завтра все контакты будут выявлены. И по семье, которая у нас была позавчера выявлена как зараженная коронавирусом, и все контакты отработаны по вновь заболевшей женщине, которая у нас выявлена была вчера. Надеюсь на понимание. Это, еще раз говорю, ситуация, конечно, очень неприятная для жителей города Алдана, но она абсолютно необходима, в первую очередь, для стабилизации ситуации именно по данному муниципальному образованию. Что касается Ленска, у нас
количество заболевших там не увеличилось. Это сегодня у нас в инфекционной больнице находится гражданин, который приехал в Мирный через Москву, и его супруга, у которой, скорее всего, тоже по симптомам коронавирусной инфекции имеется, но анализы ее будут окончательно подтверждены только завтра. Также проводится работа по всем контактам, которые имели место быть у этой пары. Они тоже выявлены, анализы сданы, лица изолированы. Здесь, в принципе, именно по самому непосредственно городу Ленску и по Мининскому району, в целом, как по Мининскому району, через который он проезжал, ситуация под контролем. Вместе с тем, еще раз говорю, мы не должны расслабляться, уже обращаясь ко всем якутянам, сейчас главное, вот это на соблюдение режима самоизоляции, оно очень важно. Вот как раз мы видим, что нарушение режима самоизоляции в Ленске вот со стороны семейной пары вот как раз привело уже, по крайней мере, к 2 заражениям новых лиц. И сейчас остается только молиться, чтобы эта ситуация там дальше не пошла еще уже по другим людям, которые имели контакты с этой семейной парой. Мы, еще раз говорю, все эти контакты выявлены по семейной паре, они сейчас локализованы, но отбор анализов еще, который был проведен, еще до конца не обработан. Поэтому информация у нас полная будет уже к завтрашнему дню. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией о ситуации по COVID-19 в регионе на 9 часов дня 12 апреля. Оставайтесь с нами.